Я эксперт по финансовой грамотности. Я 4-й год уже учусь на сайт правила. Я сейчас здесь уже 6 месяцев нахожусь, здесь переехал сюда, чтобы стать тренером по финансовой грамотности. Супер. А вы откуда, извините, еще раз? Вообще с Актюбинска я. С Актюбинска. Отлично, хорошо. Шикарный город Актюбинск. Правда, я на казахском языке преподаю. Это вы молодец. Знаете, я вам больше скажу, что сейчас в интернете, да, и вообще, в принципе, очень сильная стагнация идет русскоговорящих. Вот казахскоговорящих сейчас идет вот прям нереальный рост. Прям нереально. Я вот саму на казахском разговариваю. Я вам серьезно говорю? Да, я вам серьезно говорю. Ага. Вообще-то я цели ставил до конца года, вообще-то. Ну, сейчас Смотрите, просто если мы до конца года поставим, я вам не обещаю, что это будет эффективно, потому что у меня же тоже есть какие-то, то есть, свои проекты, я не смогу вам время уделять. То есть если мы за победу, то давайте лучше поставим 2 месяца. То есть 2 месяца мы с вами будем такое, ну, то есть посмотрим, кто из нас будет красавчиком. Окей? Ну, у меня вообще, это моя цель, вообще-то ставлю, просто когда я участвовал в конкурсе, готовые цели мои, просто туда я написал. Поэтому до конца года я должен по-любому это делать. Не для вас, для себя. Молодцы, правильно. Поэтому сейчас озвучу. Первый – это выпустить свою первую бизнес-книгу на казахском языке. Я всегда мечтал свою книгу написать, потому что достаточно знаний по финансовой грамотности, уже 4-й год, информация уже как-то много информации слишком, его надо уже распространять на казахском языке, потому что на казахском языке книг вообще мало. Молодец, молодец, Женес. Потом второй – обучать 1000 человек по финансовой грамотности. Ну, сейчас уже делаю свои онлайн-курсы, однодневный курс, это можно достичь. 1000 человек по онлайн и по офлайн можно. За одного раза я могу собрать 100 человек, например, обучать. У меня есть ресурсы, я могу сейчас подготовить. И третье – это провести на 1000 человек благотворительный семинар. Это называется будет как найти себя, чтобы быть успешным в будущем, срок до конца года. Потому что сейчас у людей есть, многие люди не могут себя найти. Есть у меня фишки, я не буду их учить, как стать долларовым миллионером. Я могу учить их, как стать человеком успешным, например, до 5 миллионов тенге в месяц. Потому что я сам зарабатываю, у меня есть 7 направлений, которые я сейчас работаю. Просто я буду учить их, как я прошел этот путь. Если они будут повторять то, что я делал, тоже они смогут это делать. Конечно. Поэтому до конца года я оставил такие цифры. Если мы берем 2 месяца? Если я сейчас подумал, если за 2 месяца я могу 100 человек обучить на финансовой грамотности. 500, это платный курс, это платный будет, да. А 500 человек благотворительный модель. Молодцы, давай. Супер цель. И потом книгу. За 2 месяца, не знаю, если понапрягаться, можно. Но 2 месяца книгу это, конечно, очень сложно. Я предлагаю вам, знаете, какую цель поставить? Я предлагаю вам поставить 500 человек обучить бесплатно. То есть, что это вам даст? Я вам сейчас просто объясню. Можно листочек ваш, да? В черновик использовать. Есть такое понимание воронка продаж. Ну, возможно, вы знаете ее, но все же, я вам покажу. Есть такое понимание воронка продаж. То есть здесь вы преподаете 500 человек бесплатно. С этих 500 человек, ну, то есть однозначно пойдет лидогенерация, да, то есть 70 человек вам скажут, что вы красавчик. Эти 70 человек вы заключите контракт на то, чтобы преподать им, я не знаю, индивидуально другой материал, уже более глобальный, да. Допустим, это будет 20 человек. И из 20, допустим, согласятся вам 10 человек. То есть вот этот ход, когда вы будете обучать их бесплатно, это в первую очередь вы получите опыт. Второе, вы получите конверсию, ну, то есть по этой лидогенерации, скажем так. И третье, вы прокачаете себя как личностный бренд. Но только это будет работать в том случае, если у вас будет контент. Понимаете? Контент очень важен. Чтобы, вот смотрите,
Вот это что? Нет, это пластмасска какая-то. Понимаете? То есть мы можем одну вещь называть разными словами. Человек, что хочет видеть, он это видит. Что хочет слышать, он это слышит. Поэтому тот контент, который вы будете предоставлять вот этим 500 человекам, вы должны грамотный контент предоставлять. И тогда у вас получится. Я предлагаю вам написать цель 500 человек. Это очень интересно. Хорошо? Так, ребят, смотрите, у меня просто... Сколько времени? Агай, можно телефон? Уже 15 на 7. Да, вы что, 15 минут, мы уже час, да, сидим? Мне там... Я просто... Уже Мурат сколько раз звонил? У меня просто сегодня у сына младшего день рождения, и там гости сидят. Ахмед, смотрите, у меня к вам просьба. Смотрите, вот я вам дам механизм сейчас. То есть мы определили сегодня по целям, да? Я вам дам сейчас механизм. То есть что этот механизм означает? Это детализация, как мы пойдем к нашей цели. Вот смотрите, к примеру, по вам, да? Вы хотите обучить 50 человек, да? 70. 70 человек, да, я извиняюсь. Допустим, первая цель, первая задача у вас – разработать программу. Под задачей, как вы ее разрабатываете. Второе – сделать воронку продаж. То есть вам же надо привлечь, да? То есть расписывайте, как вы это делаете. Третье – предоставить этот курс, да? Расписывать, как вы это делаете. Четвертое – получить, ну, там, я не знаю, деньги. То есть вы делаете детализацию. Любая, еще раз повторяю, когда мы делаем детализацию, мы шаг за шагом, ближе к цели. А потом получаем удовольствие от того, что мы по чек-листу сделал. По вам я предлагаю не писать никакие цели. Да, вам. Извините. Даниару и Мируерт, извините. Я предлагаю вам не писать никакие цели, не думать ни о чем, а просто с завтрашнего дня поставить себе такую цель. Вот смотрите, возьмите калькулятор. Все в этой жизни считается. Вот смотрите. 2 месяца, это сколько дней? 61. Да? Вот теперь смотрите. 61. Это сколько часов? Это не получится. Это все получится. 1464 чего? Часов?